я бы хотела закончить наше общение с вами сегодняшнее словами Андрея Дементьева. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушай вы. Вот сейчас еще мне бы хотелось сюда позвать одного человека, которого зовут Александр. Он кое-что нам расскажет про Моцарта. Добрый день, дорогие друзья! Я всегда рад здесь присутствовать, потому что такие здесь события, такие здесь встречи у вас, что душа радуется, сердце плачет и смеется. Музыка замечательная. И Моцарта, конечно, я тоже очень люблю. Я нашел стихи для него, по его творчеству. Значит, о нем пишут. Моцарт как символ. Он больше, чем имя в нашей истории музыки вечной. Гений блаженный для творчества создан, жизни его колея безупречна. Мир завоевывал, будучи крохой, Лондон и Мюнхен, Женеву и Прагу, и Гаагу, и Амстердам покорил он, и Зальцбург. Буря восторгов осыпала Прагу. Свадьба Фигаро, волшебная флейта, как революция в оперном жанре. Браво, маэстро! Да здравствует Моцарт! В Вене кричали, Париже и Варне. Слухом своим поразил итальянцев. Церковь пред ним отступала, ведь Моцарт, чудо-ребенок, прослыл идеалом. Альфредом Шнитке он назван был Моцарт. Спасибо. Слушайте музыку Моцарта и будем здоровы. Можно два вопроса задать? Первый, вот когда он реквием написал, кто-то, мужчина, пришел, который заказывал это реквием или нет? Конечно, это был, потом впоследствии стало известно, кто это был. Это граф, я не помню его имя, у которого умерла жена. Да, и он для своей жены, при этом этот граф очень знал довольно много знаменитых композиторов и частенько выдавал их сочинения за свои. Ему хотелось, чтобы люди знали, что это его реквием. Ну, мы знаем, что это реквием Моцарта. Вот такая была история с этим графом. Но Моцарт так ведь и не знал до смерти, кто ему заказал реквием. Он не знал, нет. Это был вопрос. Конкретно какое произведение, которое не может действовать на кору головного мозга? Вот конкретно я вам не могу сказать, потому что восприятие у всех людей разное, абсолютно. А вот так эксперименты проводились? Эксперименты проводились, вся музыка Моцарта, оказывается, влияет целебно. Вся. Любую можно слушать, но это будет зависеть от вашего состояния в данный момент. Вот мажор вам нужен или минор, например, сейчас. Вот здесь была разнообразная музыка, она была и в мажоре, и в миноре. Она была разная по содержанию все-таки. И каждый отзывался ведь на свои вибрации. Это очень индивидуальное дело. Но в целом, вся музыка Моцарта является вот такой. Я могу сказать, что и другая музыка тоже является целебной. Я это проверила на себе. Да. А вот еще вопросик. Вот когда ему заказывали ребенка 10 лет, как ему объясняли, что надо написать? Да, спокойно на немецком языке ему говорили: Вольфганг, сочини нам оперу, а мы ее поставим в театре. И в 10 лет была сочинена опера «Бастиена и Бастиена», одноактная. Опера с разговорными диалогами, и она имела ведь очень большой успех. «Бастиен и Бастиенна» – это пастух и пастушка. Любовная такая история, пасторальная такая опера.
Очень забавный, ну, очень такой стиль вот юного композитора совсем. Ну, начал он сочинять с 4 лет, даже где-то с 3,5 лет. Можете себе представить вообще как? Дело в том, что наши дети ведь когда начинают писать? Они начинают писать в 6-7 лет, если повезет. Вот, родители. А он писать не мог. Он знал, ну вот он знал, потому что он с 3 лет уже был обучаем отцом. Вот он когда написал какие-то кляксы в виде нот, и отец так это посмотрел на вот эти кляксы, он был изумлен тем, что какая там гармония, какая там красота. Немножко подправил кое-что там, завязал кое-куда за нотные линейки, но это было совершенно по форме. Это было красиво по гармонии. Да, на нотном листе. 3,5, что ли, ему было года, и около 4. Ну, вот действительно там чудеса, просто чудеса происходили. Он висел на клавиатуре уже с 3 лет, когда его сестра начинала учиться. Отец ее начал учить с 7 лет. Вот Моцарту тогда было 4 года. У них 3 года ему было. Он вместе с ней начал, тоже вот он обращал внимание, и отец его начал учить в это же время. Потому что он заметил интерес ребенка вот к звукам, к игре. Наших детей мы заставляем играть. А его не надо было, его нужно было заставлять уйти от инструмента. Вот он не мог отойти от инструмента целыми часами. Прекрасно хватало. Да. Эта девочка, ее звали Нанерль, вот она старше его была на 4 года. Она была прекрасная пианистка. Вот они оба владели в совершенстве инструментом. 2 вундеркинда, брат и сестра. Я совершаю хороший поступок, когда слушаю. Я думаю, выражу общую благодарность от всех, если поздравлю Леночку с праздником весны и с таким праздником, который она не первый раз устраивает для нас. Я думаю, все мы уйдем преображенные, осветленные и понесем этот свет туда. Ну, всем нам. А это классический шоколад образцовый. Она образец сегодня представила того, как можно зарядить людей светом.